В ряде европейских государств активно действуют силы, которые пытаются возложить вину на трагические события, связанные с уничтожением людей нацистами, на НКВД с целью дискредитации истории Беларуси. Универсальным приемом для фальсификации является переписывание жертв немецко-фашистских оккупантов на счет НКВД. Данная концептуальная фальсификация позволяет отрицать политику геноцида советского народа, проводимую фашистами, рвать преступный имидж СССР в годы руководства Сталина и проводить историческую реабилитацию нацизма в глазах современной молодежи. Данную концепцию в начале 21 столетия активно развивал Восточноевропейский демократический центр. В рамках реализации программы польской заграничной помощи этот центр, начиная с 2002 года, работал над изданием серии книг по фальсификации нашей истории. Серия называлась «Расстреляно у Минску». В целях вскрытия сфабрикованных фальсификаций истории мной были перепроверены, в кавычках, факты. Согласно официальным данным, по делам органу НКВД в Минске до Великой Отечественной войны было расстреляно 1061 человек. Для сравнения, из интервью Кузнецова, данного Еврорадио, с середины 30-х годов до июля 1941 года расстреляно около 200 тысяч человек. Таким образом, 190 раз превышает официальные данные. Фальшивка по обвинению органу НКВД в массовых расстрелах мирных граждан, урочище Куропаты, которые в действительности проводились оккупантами и их прислужниками. Теперь коснемся Мусюковщины. Названием Мусюковщины на карте Кузнецова обозначен шталаг 352. Показания узников шталага 352 указывают о многочисленных фактах массовых расстрелов как военнопленных, так и мирных жителей. Хотелось бы остановиться на показаниях Германа Каака. Надзиратель шталага 352 во время допроса показал, что весной 1942 года было выделено 100 человек русских военнопленных для закопки 7 могил с трупами расстрелянных евреев в 1 километре юго-западнее лагеря. Размер могил 25 метров на 7 метров. 7 могил. В 500 метрах ближе к лагерю находилось еще 4 могилы с захороненными военнопленными. Расстрелянные и умершие от истощения в лагере сваливались в ямы размером 10 на 10 метров. Возле шталага 352 по настоящее время находится большое количество еще не найденных захоронений, расстрелянных в годы Великой Отечественной войны советских граждан, которые фальсификаторы истории уже причислили к жертвам НКВД.